Пневмония нового поколения. Мутированный коронавирус заставляет говорить о себе. Комментарий эпидемиолога в нашем выпуске. Такого типа продукция должна реализовываться именно с холодильного оборудования, то есть из морозильников. Она не может размораживаться и замораживаться снова. Рыбка с органическими добавками. Условия реализации качества морепродуктов на местных рынках проверил Роспотребнадзор. Увеличение ставки по системе Платон, новые правила увольнения и другие изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля. Процесс съемок в самом разгаре. Здесь развернутся главные события. Рекомендован к просмотру. В Ингушетии идут съемки короткометражного фильма о наркомании режиссера Магомеда Барханоева. Ведущие сказали, что «Таргим, что вы с нами творите?» И зал был в шоке, что мы там натворили. В общем, из Кисловодска с победой. Ансамбль «Таргим» взял гран-при международного конкурса «Источник талантов». Здравствуйте, это новости 24. Сейчас последняя информация о борьбе с новым коронавирусом. Всего зарегистрировано более 4000 больных, погибло более сотни человек. Более 50 из тех, кого госпитализировали, успешно пролечены и выписаны. Случаи завоза отмечены в 12 странах, но нигде, кроме Китая, инфекция дальше не идет. Ее удается тормозить, изолируя больных, прибывших из КНР. В России с подозрением на коронавирус были госпитализированы более 100 человек. Диагноз ни у кого не подтвердился. Важно отметить, что Минздравом Ингушетии с первых дней ситуации приняты меры по усилению санитарного контроля и мониторинга за эпидемиологической обстановкой. Все, наверное, видели по телевизору, что показывают в средствах массовой информации, что творится в Китае. Там уже заболело около 4500 человек, из них 107 человек уже умерли. Это в Китае. На территории Российской Федерации, а также и в нашей республике, заболевания этого вируса нет. Поэтому просьба нашего населения, все, что пускают по Инстаграму, по Ватсапу, это все неправда. Поразительная во всех смыслах рыба зафиксирована на прилавках регионального рынка. Неприглядные фото были распространены в соцсетях. Качество морепродуктов и условия их реализации интернет-пользователи поставили под сомнение. Запаниковали и жители. Роспотребнадзор отреагировал на поступивший сигнал. Репортаж нашего корреспондента. Крупный продуктовый рынок в Сунжинском районе. Прилавки ломятся от изобилия, чего здесь только нет. На днях в социальных сетях появилась информация о якобы просроченных морепродуктах. На кадрах показана рыба хек, из которой вылазит некое существо, похожее на личинку. Комментарии полились рекой. Значит, рыба давняя, лишь бы продать. У нас не работает санитарная служба, полный брак. Фу, какая гадость. Я думаю, надо воздержаться от покупки морепродуктов. Вдруг они из Китая. Опасения людей понятно при отсутствии официальной информации. Мы решили проверить фотографию, выложенную в Инстаграме, на наличие совпадений с фотографиями из интернета. Похожих снимков там не нашлось, значит, фотография оригинальная и подтверждает нарушение санитарных норм торговли. Совместно с Роспотребнадзором мы выехали на тот самый рынок, чтобы убедиться в фотофакте и несоблюдении прав потребителей. Идите, пожалуйста, проверьте. Вчера товар получила. За свой товар я отвечаю. В одной из торговых точек продавщица полностью отрицала наличие какой-либо просроченной рыбы. Каждую неделю по рынку проходит санитарная служба с лабораторными работниками. Те берут товар на экспертизу и, если все хорошо, выписывают талон о качественном продукте. По крайней мере, у этой точки имелись все квиточки за последние недели. Никогда не было. Никогда. Не то, что у меня. У других даже не было такого. Это просто кто-то, кому-то надо было. Но без нарушения не обошлось. Каждая торговая точка должна иметь при себе сопроводительную документацию на реализуемую продукцию. Также должна быть сохранена и тара, где указана дата заморозки и срок хранения продукции. Это требование соблюдают не все. Роспотребнадзор уверил, что примет меры по этому поводу. Документов нет на месте, но они вообще могут быть предоставлены реализаторам.
То есть будет проведено административное расследование, и в рамках административного расследования будут приняты меры. На Сунжинском рынке всего 2 реализатора морепродуктов. В первом случае правила содержания товара в торговом помещении соблюдены. Это обязательное морозильное хранение и наличие прилавка с морозильными отсеками. Во втором случае одно условие соблюдаются, и рыба хранится в морозилках. Но вот торговые прилавки не приспособлены для поддержки минусовой температуры, лежат просто на виду. Такой способ хранения морских продуктов может стать причиной наличия в них паразитов, и повторная заморозка там уже не поможет. В данном случае оправдываются зимним периодом времени, но это не оправдание. В любом случае продукция, тем более такого типа продукции, должна реализовываться именно с холодильного оборудования, то есть из морозильников. Она не может размораживаться и замораживаться снова, то есть она после одной разморозки должна быть употреблена в пищу. Роспотребнадзор проведет административное расследование и привлечет хозяина к ответственности. По словам Мурада Саутиева, жители должны тоже быть заинтересованы в том, чтобы не допустить на торговые прилавки просроченную продукцию. Тем, кто находит какие-то нарушения в процессе приобретения товаров, допустим, нарушения в сфере защиты прав потребителей или нарушения в относительно качества товаров, обращаться в компетентные органы. Также жители могут просто позвонить на горячую линию Роспотребнадзора. Люди должны понимать, что при каждом обращении они улучшают качество употребляемой продукции. Социальные же сети лишь способствуют панике, которая вовсе вычеркнет из рациона населения любимый морепродукт. Но проблему это не решит. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Важная круглая историческая дата все ближе. В марте мы отметим 250-летие со дня единения Ингушетии с Россией. Мероприятия запланированы масштабные: большое театрализованное шоу, выставки, народные гуляния. Пройдут Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. Процесс подготовки регулирует созданная в Минкульте рабочая группа. Ирина Цычуева расскажет больше. Главное мероприятие – настоящее шоу для жителей республики в рамках празднования 250-летия добровольного вхождения ингушей в состав российского государства пройдет здесь, на стадионе имени Бориса Дахкильгова. Это будет большой театрализованный праздничный концерт с участием заслуженных артистов со всей страны. Актеры надеются воплотить в реальность события тех времен и показать зрителям, как ингуши подписывали судьбоносный договор. В рамках театрализованного концерта покажут 8 постановок. Сейчас стадион, конечно, не готов принять всех желающих отметить важную для нашего народа историческую дату. Посадочных мест для всех не хватит. Именно поэтому здесь планируют провести небольшую реконструкцию и расширить трибуны. Шоу обещает стать зрелищным с использованием самых новейших систем лазерного эффекта. Стадион имени Бориса Дахкильгова выбран не случайно. Известному режиссеру, которому поручено провести театрализованный концерт, этот объект понравился больше из числа всех предложенных вариантов. Это масштабное мероприятие, будет проводить республиканское мероприятие, Министерство культуры будет проводить. Был нами вызван сюда главный режиссер и директор имперского балета при Большом театре Гедеминас Таранда. Очень интересный, очень талантливый человек, и естественно, мы собрали рабочую группу. По этому случаю мы обсуждали все актуальные на этот момент вопросы и к определенным решениям пришли. Ну, на данном этапе, на первоначальном этапе, в общем, мы и он, в том числе, он уже сейчас, будучи в Москве, уже создал свою рабочую команду. Рабочая команда сейчас занята над созданием сценария театрализованного шоу. В нем будут задействованы продюсеры и декораторщики из Москвы. В Министерстве культуры уже сформирована рабочая группа, ответственная за подготовку к предстоящему празднованию 250-летия со дня добровольного вхождения ингушей в состав России. В этот день по всей республике пройдут народные гуляния, а в музее выставки запланированы показы исторических фильмов и выступления известных музыкальных и других творческих коллективов. Задействованы все технический арсенал есть, то есть это и видеоэкраны, и голограммы, и лазерное шоу, реконструкции исторических эпох и участие артистов знаменитых, известных не только в России, но и за рубежом.
В конце июля мы планируем провести большой праздничный концерт в Кремлевском дворце съездов. Это будет новая программа концертная. Также будут участие принимать ведущие творческие коллективы и солисты Российской Федерации, имеющие звание заслуженных артистов Республики Ингушетия. Также программа празднования знаменательной даты включает в себя серию масштабных мероприятий, среди которых Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и в странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. Кроме того, в рамках празднования 250-летия в республике пройдут международные соревнования, межрегиональные научно-практические конференции, тематические спектакли, фестивали, конкурсы и молодежные флешмобы. Дальше мы планируем проведение Дней культуры Республики Ингушетия в странах ближнего и дальнего зарубежья. Это и музейные выставки, и выставки декоративно-прикладного искусства, и творческие наши выступления наших коллективов и солистов. Завершает год кинофестиваль «Золотая башня», который тоже будет проходить под эгидой 250-летия. Нужно сказать, что работа предстоит очень большая, потому что задействованы все творческие коллективы, и детские, и взрослые. Нами заказана постановка русского танца «Калинка» в исполнении детского ансамбля «Лик» при Государственном ансамбле Ингушетия. Государственный ансамбль Ингушетия специально к предстоящему празднику готовит новый танец. Будут использоваться исторические и фольклорные материалы. Танцоры уже начали репетировать. Министерством культуры Ингушетии также подготовлен логотип, под которым пройдут торжества. Он выбран по итогам конкурса среди жителей республики. Мы провели конкурс, приняли участие несколько кандидатов. Мы отобрали одну эмблему. Автором эмблемы является Инарсанов Жабраил. Да, мы использовали там цвета касательно Ингушетии зеленый цвет, касательно России голубой цвет на фоне двух башен – Спасской башни и башни Согласия. 250-летие со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России республика отметит уже в марте. Поэтому времени не так много. Все задействованные в мероприятии коллективы каждый день проводят репетиции, чтобы праздник оставил только теплые воспоминания и хорошее настроение. Рина Сычоева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Сейчас узнаем, каких новшеств в российском законодательстве стоит ожидать с 1 февраля. Об изменениях подробно расскажет Рина Сычоева. Какие изменения ждут россиян с 1 февраля? Первое. Увеличится ставка по системе «Платон». Водители и грузоперевозчики за каждый километр станут платить 2 рубля 20 копеек. В настоящее время плата составляет 2 рубля 4 копейки. Предполагается, что изменения тарифа будут происходить ежегодно в феврале. Также с 1 февраля вступают новые правила увольнения. Теперь бухгалтерия не будет выдавать работникам при увольнении на руки сведения об их трудовой деятельности в формате СТДР. Это связано с тем, что в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о ведении электронных трудовых книжек. Министерство труда подготовило новую форму отчета, которую работодатель должен предоставлять сотрудникам при увольнении. Хорошие новости и для пенсионеров. С 1 февраля будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты пенсионерам и льготникам. Кроме того, возрастет стоимость набора социальных услуг. Его получают определенные категории россиян. Каждый месяц в виде государственной помощи. Все социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 4,3%. Теперь информация для тех, кто хочет развивать свое дело. С 1 февраля по 1 августа 2020 года пройдет второй этап программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье. Согласно мероприятиям, земельные участки предполагается предоставлять гражданам страны, которые зарегистрированы во всех субъектах, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Электронные чеки. С 1 февраля можно будет не забирать бумажный чек при покупке с помощью торговых автоматов. Если на устройстве имеется дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде. Эксперты полагают, что подобное нововведение упростит обслуживание таких устройств. Онлайн-кассы могут полностью лишиться принтера. Рина Сычоева, Новости 24.
Два близких человека по обе стороны одной проблемы – наркодилерство, зависимость и ее страшные последствия. Цепочка вовлеченных и пострадавших длинная. У каждого своя боль, и все это решил отразить в своем новом проекте молодой режиссер Магомед Барханоев. Идею он презентовал на форуме «Машук», получил грант, и теперь на эти средства при поддержке постпредства Ингушетии в Москве и Комитета по делам молодежи снимает короткометражный фильм. Об этом репортаж Светланы Томовой. 1, 2, 3, пошел. Камера, мотор, начали. Съемки к короткометражному фильму под названием «Штурм» идут с раннего утра. В нем рассказывают о двух друзьях детства, один из которых выбрал дорогу, из-за которой рано или поздно придется отвечать перед законом, а второй представляет интересы закона. Подробности сюжета держатся в тайне, этим заинтриговывая зрителя. Процесс съемок в самом разгаре. Здесь развернутся главные события. В результате специальной операции будет пресечена деятельность организованного преступного сообщества по незаконному сбыту особо крупных партий наркотических средств. Идея снять фильм на эту тему пришла молодому режиссеру Магомеду Барханоеву. Со своим проектом он выехал на форум «Машук» в 2019 году, где и смог его защитить на отлично. В итоге выиграл около 2 миллионов рублей. Но для того, чтобы снять фильм, хоть и короткометражный, необходимо было обучить молодых ребят актерскому мастерству, работе операторов и режиссера монтажа. На все это понадобилось определенное время. И вот сейчас каждый из них занимает свое место на этих съемках. Оружие, деньги и наркотики – все как в настоящем американском блокбастере. Шамиль Цычоев в этом фильме играет положительного героя. Молодой человек работает с молодежью в постпредстве Москвы и знает о пагубной привычке подрастающего поколения. По его словам, наркотики постепенно уничтожают все хорошее в жизни ребят. Шамиль уверен, при правильном подходе и доступной информации молодежь способна сформировать собственное мнение о таком явлении, как наркомания. Главная цель, которую мы преследуем, это снижение наркомания, имеется в виду у нас в республике. Посредством именно таких фильмов мы думаем, что мы сможем как-то повлиять на ситуацию. От того, как правильно снимут кадр с учетом пересвета и многих других нюансов, зависит сам фильм. В этом заслуга оператора, который во время съемок является глазами и мозгом съемочного процесса. К своей работе Имран Таурбеков относится со всей ответственностью. Кадр за кадром он пытается поймать нужный момент. Илез Магушков работает с молодежью республики не первый год. Он сам ранее снимал различные социальные ролики, за что и получал множество положительных отзывов от жителей региона. По его словам, посредством этого фильма станет возможно показать все стороны пагубного влияния наркотических средств, особенно на подрастающее поколение. Данный фильм, думаю, он повлияет на нашу молодежь в лучшую сторону, и они начнут хотя бы, у них будет чуть-чуть понимание того, что это плохо. По словам главного идейного вдохновителя фильма Магомеда Барханоева, над самим сценарием думали долго, подбирали локации и готовили актеров. За его плечами еще несколько короткометражных фильмов, один из которых называется «Мужество предков». Но его презентации еще не было, поэтому уверен, что отдача зрителей обязательно будет. Учитывая отзывы, которые люди оставляют, наша молодежь оставляет, они меня подпитывают на то, чтобы я и дальше двигался, дальше думал над тем, чтобы какие-то проблемы наши раскрыть. Ну и подытожить, если, то думаю, именно учитывая все это, видя эти отзывы, я думаю, что хоть какую-то мысль или хоть что-то я могу этим донести до ребят, чтобы они прочувствовали, увидели, поняли. В любом случае, сегодня это максимум, что я могу, и почему бы и нет, и не постараться хоть как-то приложить свои усилия во благо нашей молодежи и нашего народа. Наркотики на экране появляются редко. Магомед Барханоев сосредоточен на последствиях зависимости, которые затрагивают не только самого наркомана, но и его близких, превращая их жизнь в бесконечную печальную карусель. Презентация фильма состоится через несколько месяцев. Авторы уверены, что говорить о нем после будут долго. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.
2024 год – это рубеж, к которому малый и средний бизнес должен набрать еще больше вес в российской экономике. Если сегодня на таких предприятиях работают менее 20 миллионов человек, то через 4 года количество сотрудников в небольших компаниях должно вырасти до 25 миллионов. Об этом говорится в майском указе президента. Актуальные вопросы развития малого предпринимательства в нашем регионе сегодня обсудили на правовом часе в Национальной библиотеке. Жаридат Халухоева расскажет. Ни одно совещание в правительстве России, ни одно совещание в правительстве региона, ни одна пресс-конференция главы государства либо главы региона не обходится без поднятия этой темы. Да? Она очень популярная, она живая, она модная, она, скажем так, медийная эта тема. Но тем не менее тема живая и бизнес есть, да? И вот о ней надо много говорить. Кто такие малые бизнесмены, если они в нашей республике, и какие ресурсы роста уже есть для того, чтобы собственное дело стало успешным? На повестке дня самые актуальные вопросы развития малого предпринимательства. Раяна Ахметова пришла на правовой час как слушатель. Признается, ее давно интересует тема самостоятельной занятости. Я хотела и в русле малого бизнеса открыть какую-то дизайнерскую школу. Если считать, по моему мнению, то это очень хорошо проводить такие встречи, такие собеседования, поднимать именно эти вопросы, которые актуальны на данный момент. Потому что я знаю, что не только я одна заинтересована в этой деятельности, потому что я знаю многих людей, которые тоже так же заинтересованы в этом деле, которые хотят понимать, хотят продвинуться в дальнейшем и так далее. На сегодняшний день доля самозанятых в Ингушетии только увеличивается. Это торговые деятели, руководители своих фермерских хозяйств или кондитерских. Всего свыше 10 тысяч человек, которые в основном и составляют экономику нашего региона. Их успех в большей степени зависит от качества существующих институтов поддержки, образовательные программы и тренинги корпорации МСП, объединения «Мой бизнес» и Центра поддержки, самые действенные из них. Следующий инструмент, который также есть у предпринимателей, общественный. Если я вначале сказал про юристов, это Ассоциация юристов России, есть общественные предприятия, институты для предпринимателей, такие как «Опора России», «Деловая Россия». Это общественные организации всероссийские, которые объединяют уже предпринимателей. И вы призваны ваши интересы, интересы предпринимателей предъявлять, представлять вовне. Чтобы пользоваться правилами успешного бизнеса, их надо знать. Эта встреча как раз служит навигатором к их познанию. Каждый из присутствующих смог задать любой интересующий его вопрос, касающийся малого бизнеса. Такие мероприятия, такие конференции помогают людям отвечать на вопросы, которые у них возникают в таких ситуациях, в развитии малого бизнеса. Вот что. Развивает мировоззрение, помогает в чем-то. Мы получили действительно полезную информацию, которая поможет нам избежать тех или иных ошибок, если мы когда-нибудь захотим реализовать свой бизнес. Помимо этого, полученные сегодня знания, несомненно, пригодятся нам в нашей учебе. Мы как раз проходим менеджмент и бизнес-управление в колледже. Организатор мероприятия – Центр правовой информации Национальной библиотеки Ингушетии. Специалисты делятся. Тема малого бизнеса особо актуальна для нашего региона, где процент безработных на душу населения ощутимо высок. Поэтому их главная задача – рассказать о роли, тенденциях и проблемах успешного развития предпринимательской деятельности в республике как можно большему количеству слушателей. Начиная от информационной поддержки, реклама, например, в том числе посредством телеканалов, да, заканчивая участием в выставках международных, российских. Это то, на что выделяются федеральные средства через Министерство экономического развития, чтобы поддерживать предпринимателей. Об этом надо рассказывать, об этом надо информировать, для того, чтобы они знали и пользовались этими инструментами. Такие мероприятия Национальная библиотека проводит регулярно. Поучаствовать в полезной беседе могут не только студенты и школьники, но и любой желающий повысить свой уровень правовой культуры. Жаридат Халухоева, Магомед Дедигов, Новости 24. «Лица Победы» – это первый и единственный проект в мире, который использует искусственный интеллект для поиска ветеранов Великой Отечественной войны. Запущенный информационный портал «Каждый, кто станет участником, войдет в команду по созданию крупнейшего в мире банка данных фото и текстовых документов, отражающих роль каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу». По итогам реализации этого проекта Музей Победы станет народным музеем прославленных героев, военачальников и простых тружеников тыла. Это в первую очередь сохранение памяти о фронтовиках Великой Отечественной войны. Проект направлен на противодействие фальсификации истории путем издания книг с фотоиллюстрацией.
Эти черно-белые фотографии, поблекшие то ли от суровых будней военных лет, то ли измотанные временем, все еще рассказывают о храбрости и непоколебимой стойкости запечатленного на ней героя Шинели. Имя его Руслан Гудантов, участвуя в боевых сражениях, совершая подвиги далеко за пределами своей малой родины. Он часто вспоминал родной дом, рассказывает его племянница Марина Олегова. Они нам подарили жизнь, мирное небо над головой. Мы ходим, мы слышим, мы дышим. Мы живем, мы радуемся, потому что они сделали все, чтобы мы этот день сегодня они нам подарили. Мы, конечно, никогда их не забудем. Мы будем помнить, гордиться, чтим. Мы постараемся не подводить их. Кадровый офицер, герой ингуш. Его послужной список тянется с 1937 года, а с июля 1938 года курсант Орловского бронетанкового училища, далее не раз распоряжением военного совета становился командиром взводов, разведывательных батальонов и танковых бригад. В 1941 году он был танкистом, заместителем командира 549-го танкового батальона 30-й гвардейской танковой бригады. Капитан храбро и доблестно сражался во время Великой Отечественной войны. Письма, отправленные с полей сражений, как единственная связь того времени солдата с родными. Особая ценность как для музея краеведения, так и для родственницы защитника Отечества. Одно из писем, которые Руслан написал сестре своей старшей, письмо сестре, оно было написано 15 сентября 1941 году. «Дорогая Магдалина, давно я не писал тебе, так как отправить письмо все равно не было возможности. Невозможно это и сейчас, но я думаю, что написанное письмо все равно как-то дойдет до тебя. Сейчас глубокая ночь, вокруг меня на лавках, на лежанке, на полу спят мои дорогие товарищи». В окружении фашистских захватчиков, не уступая им ни 5, 24 июля 1943 года он впал в боях под Ленинградом в деревне Арбузово, где был похоронен в братской могиле. А в 1995 году посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Когда нас выслали в Казахстан, одна из соседок моей мамы поехала туда, вот именно туда, в Ленинград, в деревню Арбузово, и была там на кладбище. Там было написано, что он пал к смерти героя, присвоение героя Советского Союза Великой Отечественной войны, что танкист отважно и храбро, доблестно сражался на фронтах героя Великой Отечественной войны. Ну а здесь, в музее краеведения, переходя в зал, теряясь среди множеств стендов с фотографиями наших героев, можно убедиться, в битве за мирное будущее страны Ингушетия заняла свое место. Жарадат Хулхоева, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. В прошлом абсолютный чемпион М1 Челлендж в легчайшем весе Моуср Евлоев вернется в октагон 7 марта на UFC в Лас-Вегасе. Ну а его соперником станет Даглас Сильва де Андраде. 34-летний бразилец в ноябре прошлого года вернул карьеру в успешное русло, победив единогласным судейским решением экс-чемпиона UFC Хинана Барао. Годом ранее Даглас уступил техническим нокаутом во втором раунде Петру Яну. Наш земляк, 25-летний Моуср Евлоев, не знает поражений и ведет серию из 2 побед. Детский ансамбль «Таргим» вновь вернулся на родину с победой. Ребята стали обладателем гран-при международного конкурса «Источник талантов». Он проходил в Кисловодске накануне. У триумфаторов еще и дипломы лауреатов первой степени в номинациях «Народные» и «Народно-стилизованные танцы». Азарт, грация и сплошные эмоции. В репортаже Тамары Хашагульговой. Этот небольшой скромный зал Карабулакского дома культуры вот уже 20 лет. Настоящая кузница юных талантов. Именно здесь рождаются маленькие звезды. Каждый взмах руки, шаг или даже взгляд оттачивается до идеального под пристальным надзором хореографа, который не упустит ни одну деталь. Ведь перед зрителем все должно быть четко, что называется, без сучка и задоринки. Левая, правая, каблук, закрой.
Титанический труд, изнуряющие репетиции и работа опытного наставника. Простая формула успеха Таргима. Ведь блеснуть своим талантом на конкурс с многообещающим названием «Источник талантов» съехались более 50 коллективов со всех уголков страны. Они вынесли на суд зрителей 80 номеров, 4 из которых представлял как раз ингушский Таргим, который и завоевал гран-при конкурса. Многим из этих ребят нет и 13 лет, однако их упорству и желанию быть первыми позавидуют даже взрослые. Камал Измайлов начал осваивать азы хореографии только 4 года назад, а уже сегодня может похвастаться значительным списком побед на различных танцевальных баталиях. Каждое выступление мотивирует его быть еще лучше. Моя сольная часть была легкая, она была для меня, и Адамбеков постарался, чтобы я много не тренировался, и поэтому он мне дал легкий сольный кусок. Зрители аплодировали стоя, и ведущие сказали, что «Таргим, что вы с нами творите?» И зал был в шоке, что мы там натворили. Ансамбль «Таргим» берет свое начало еще с 96-го года. С тех пор здесь успел смениться не один состав. Сейчас в коллективе порядка 120 человек или 3 группы от 5 лет и старше. На фестиваль «Источник талантов» поехали только 40 из них, самые лучшие. Мы им представили совсем разнохарактерные постановки. Так как у нас был чисто наш ингушский как национальный танец, дальше национальный тоже народный танец мы представили. Танец у родника, сольную партию. И им сильно понравился номер наш, который мы показали как национальная стилизация. Это был наш национальный танец, но в сопровождении клубной музыки, сопровождение барабанами. Вот это им сильно понравилось. Мы каждый вечер готовились, репетировали с Адамом. Репетиции были сложные, но выступать было легко. Один из 4 танцев, которые ребята представляли на конкурсе, было соло. Его исполняла самая юная солистка Хава Мурзабекова. Танцевать она научилась раньше, чем писать и читать, но это был ее дебютный сольник. Я танцевала сольный кусок, он мне понравился, музыка была красивая. Я не волновалась. Мне понравилось, как я танцевала. Очередная победа не повод расслабляться, ведь впереди у этого юного по составу, но не по годам ансамбля, еще много высот, которые им только предстоит достичь. Пока коллектив занимается новыми постановками, а значит уже совсем скоро они будут готовы вновь удивить зрителей своим талантом и мастерством. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.